17 января в Центре национальной краеведческой литературы и библиографии на заседании клуба «Край Удмуртский» состоялась творческая встреча с журналистом, редактором, публицистом, переводчиком, заслуженным журналистом Удмуртии, членом Союза журналистов России Ниной Георгиевной Ермолаевой. Начала встречу литературовед, доктор филологических наук Анна Сергеевна Зуева-Измайлова. Сегодня мы пишем коллективный рассказ о великой женщине, которая на удмуртской земле обрела свою творческую жилку. Заслуга Нины Георгиевны в том, что она последовательно и настойчиво продолжает дело своего супруга. В годы своей молодости она, как декабристка, после окончания престижного факультета МГУ покинула Москву, оставив заманчивое предложение работы в крупных и известных издательствах, и вслед за мужем приехала в Ижевск. Ее сильный характер, блестящий интеллект стали незаменимой поддержкой в деятельности Алексея Афанасьевича Ермолаева. Как муза она справилась со своей ролью прекрасно. Не менее важным этапом в жизни Нины Георгиевны стал тот период, когда после ухода из жизни Алексея Афанасьевича она продолжала его дело, взялась за писательский труд и радует нас многочисленными публикациями в разных жанрах. Сегодня вместе с редактором «Вчерашней» они готовят к публикации большую книгу, где собраны литературоведческие материалы, переписка, заметки Ермолаева. Этим и другими изданиями Нина Георгиевна создала настоящий памятник нашему выдающемуся удмуртскому культурному деятелю. О вкладе Ермолаевой в литературоведение Удмуртии рассказала кандидат педагогических наук Надежда Витальевна Лекомцева. Все издания сразу же поступили в библиотеки республики, были представлены педагогам. Книги получили также и наши коллеги в Йошкар-Оле и Казани. Знаковым для культуры Удмуртии стало издание сборника работ Ермолаевым. Его слог очень острый, задиристый, но позиция всегда строго аргументированная. Это очень нужная для студентов, магистрантов, аспирантов и литературоведов книга, которая и сама может стать источником новых исследований. Своими воспоминаниями о супружеской чете Ермолаевых, которые были частыми гостями в семье поэта Флора Васильева, поделился его сын Сергей Флорович Васильев, первый замруководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Произведения Нины Георгиевны являются источником достоверных знаний о периоде оттепели и 1970-х, о культурном процессе тех лет, которым сегодня в обществе неподдельный и растущий интерес. В ее работах отражена та теплота человеческих отношений, искренность, которых сегодня остро не хватает, сказал в заключении Сергей Флорович. В ответном слове Нина Георгиевна поблагодарила организаторов вечера и всех своих друзей за поддержку своих творческих начинаний, поделилась воспоминаниями о родном городе Шуе, об учебе в МГУ, о жизни и работе в Ижевске, о проблемах издательства, с которыми сталкивался ее муж, а также о своих планах. Сегодня у меня задача издать двухтомник статей Ермолаева. Есть в планах и издание 4 книг. О Кузибае-Герде, туда вошли бы все материалы, которые собрал в свое время Ермолаев в закрытых фондах Российской библиотеки, о Кедраме Трее, о Флоре Васильеве и о Шальче-Аки. Как представители Ассоциации Удмурт-Кенеш, председатель Союза писателей Удмуртии Петр Михайлович Захаров и директор Института развития образования Владимир Александрович Байметов выразили готовность содействовать реализации этих планов.